Правителю правоверных Умару ибн аль-Хаттабу прибыли из Хомса несколько человек, которым он доверял. Он попросил их: «Напишите мне, пожалуйста, список ваших бедняков, чтобы я мог помочь им в их нуждах». Когда список принесли Умару, то среди других он обнаружил Саида ибн Амира. «Какой же это Саид ибн Амир?» – спросил Умар. Люди ответили: «Это наш руководитель». Умар переспросил: «Как? Ваш руководитель бедняк?» Люди ответили: «Да, клянемся Аллахом, вот уже много дней в его доме не горит очаг». Умар так разрыдался, что от слез его борода стала мокрой. Взяв 1000 динаров, он положил их в кошель и сказал: «Передавайте ему ассаляму алейкум и скажите: правитель правоверных послал тебе эти деньги, чтобы ты использовал их на свои нужды». С кошелем делегация пришла к Саиду. Заглянув вовнутрь кошеля и увидев там динары, Саид оттолкнул его от себя со словами: «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун». «Истинно мы принадлежим Аллаху, истинно к Нему и возвращаемся». Слова, произносимые при несчастье, бедствии. Это было сказано таким образом, будто его постигла беда или в доме случилось несчастье. Обеспокоенная жена Саида вскочила с места и спросила его: «Что случилось с тобой, Саид? В чем дело? Неужели умер правитель правоверных?» Саид ответил: «Случилось нечто более серьезное, чем это». Жена воскликнула: «Неужели мусульмане потерпели поражение в бою?» Саид ответил: «Нет, случилось нечто еще более серьезное, чем это». «Что же это такое? Что может быть хуже?» – спросила жена. «Ко мне подступили мирские страсти. В мой дом вселилась смута, совращающая меня», – ответил Саид. «Ну так покончи с этим», – сказала жена. Она еще ничего не знала о динарах. «Ты поможешь мне сделать это?» – спросил Саид. «Да», – ответила жена. Саид разложил динары по кошелькам и раздал их бедным мусульманам. Вскоре после этого Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, прибыл в Шам, чтобы там лично ознакомиться с положением населения. Он остановился в Хомсе, который был широко известен под названием «Маленькая Куфа» – Кувейфа. Дело в том, что жители Хомса также часто жаловались на наместников и правителей, как и куфийцы. К Умару пришли представители жителей Хомса, чтобы поприветствовать его. Он спросил их: «Ну как вы находите вашего амира?» Люди нажаловались Умару на Саида, упомянув 4 его деяния, каждое из которых было серьезнее предыдущих. Умар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Я собрал у себя Саида и этих людей, взывая к Аллаху, чтобы он не изменил моего мнения о Саиде, так как я очень верил ему». Когда люди вместе со своим амиром предстали передо мной, я спросил их: «В чем же вы жалуетесь на вашего амира?» Они ответили: «Он не выходит к нам, пока не наступит разгар дня». Я спросил: «Что ты скажешь по этому поводу, Саид?» Немного помолчав, он ответил: «Клянусь Аллахом, мне не очень хотелось бы говорить об этом, но если уж это необходимо, то дело в том, что у моих домочадцев нет слуги. Поэтому каждое утро я замешиваю тесто для семьи, а затем жду, пока оно не поднимется. После этого я пеку для всех лепешки, совершаю омовение и затем выхожу к людям». Умар продолжал: «Я спросил их, какие еще есть жалобы на него?» Люди отвечали: «Ночью никто не может добиться от него ответа». Я спросил: «А что ты скажешь об этом, Саид?» Он ответил: «И об этом мне не хотелось бы говорить, клянусь Аллахом. Тем не менее скажу, что день я предназначил для людей, а ночь посвящаю всемогущему Аллаху». Я спросил: «На что еще вы жалуетесь?» Они ответили: «Один день в месяц он вообще не выходит к нам». Я спросил: «А это почему, Саид?» Он ответил: «У меня нет слуги, о повелитель правоверных, и одежда у меня только та, которую я ношу. Раз в месяц я ее стираю и жду, пока она высохнет, а затем в конце дня выхожу к людям». Я опять спросил людей: «Еще какие у вас жалобы на Саида?» Люди ответили: «Иногда он впадает в бессознательное состояние и отсутствует на заседаниях совета». Я спросил: «А это что такое, Саид?» Он ответил: «Я был свидетелем гибели Хубайба ибн Ади, когда был язычником. Я видел, как курайшиты терзали его со словами: „Хотел бы ты, чтобы на твоем месте был Мухаммад?“ Хубайб ответил: „Клянусь Аллахом, мне не хотелось бы быть в безопасности среди своих родных вместе со своими детьми, в то время как Мухаммада укололи бы шипом“».
Стоит мне только вспомнить этот день и как я оставил Хубейба без помощи, как я тут же начинаю думать, что Аллах не простит мне это, а затем впадаю в бессознательное состояние». После этого Умар воскликнул: «Хвала Аллаху, что он не изменил мое мнение о нем». Затем Умар послал Саиду 1000 динаров, чтобы он потратил их на свои нужды. Когда эти деньги увидела его жена, она сказала Саиду: «Хвала Аллаху, который послал нам это. Купи же нам продуктов и найми слугу». Саид ответил жене: «А не желаешь ли ты сделать нечто лучшее, чем это?» «А что же именно?» – воскликнула жена. Саид сказал ей: «Мы отдадим их тому, кто сделает нам все это, ведь мы больше всего нуждаемся в этом». Жена воскликнула: «Как это?» «Эти деньги мы раздадим ради Аллаха», – сказал Саид. «Да», – сказала жена, – «да вознаградит тебя Аллах добром». Не успев встать с места, где он сидел, Саид разложил деньги по кошелькам и сказал одному из своих людей: «Отправляйся с этими деньгами к вдове такого-то, сиротам такого-то, обездоленным из рода такого-то и нуждающимся из рода такого-то». Да будет Аллах доволен Саидом ибн Амиром аль-Джумахи, который был из тех людей, которые помогают другим, несмотря на собственную бедность.